Ну что ж, 9 часов 20 минут в башкирской столице. Сегодня 1 мая 2024 года, среда. И я, Руслан Валиев, начинаю внеочередной, а с другой стороны, вполне себе очередной выпуск программы «Аспекты Республики» на канале «Аспекты Башкортостан», где мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить текущую информационную повестку дня, и не только дня, нашей республики, и не только нашей республики. Как вы видите, я сегодня нахожусь в необычной обстановке, но решил все-таки выйти на встречу с вами, поскольку все-таки большие перерывы – это не то, что мы любим, скажем так, ни мы, журналисты, ни вы, зрители. Не всегда много событий, не всегда есть что обсуждать, особенно вот в такое время праздников и выходных, но все-таки почему бы и нет? Можно поговорить не только на очень серьезные темы, но и на такие, на которые, например, я обычно внимания не обращаю. Сегодня будет именно примерно такая подборка. Но для начала, конечно, хочу сказать, что, во-первых, рад видеть вас. Во-вторых, вот сейчас я все-таки постараюсь сделать так, чтобы я видел в том числе и ваши комментарии, пока я, к сожалению, их не вижу. Ну, вообще, в смысле, саму трансляцию. Все-таки в полевых условиях не все идеально. Вот. Поскольку сегодня 1 мая, праздник, который раньше назывался Днем международной солидарности трудящихся, теперь официально он именуется Днем весны и труда, но мы же с вами знаем. Прошу прощения. Праздник, который раньше назывался Днем международной. Вот. Все нормально. Так вот, главный лозунг этого праздника во все времена был каким? Мир, труд, май. Поэтому я целиком и полностью присоединяюсь именно к этому лозунгу, без искажений, без вычеркиваний, как, к сожалению, у нас последние 3 уже, получается, года стало принято. Достаточно вспомнить, да вот буквально свежий пример. Власти Санкт-Петербурга разместили по городу стилизованные под 1 мая открытки, откуда вычеркнули слово «мир». То есть мир – это то, что сейчас у нас возбраняется, то, о чем говорить нельзя, что является предосудительным и, соответственно, чуть ли не наказуемым деянием. Единственное, что вот пока вроде бы просто за слово «мир» нельзя сказать, чтобы очень много было преследований, хотя, что уж там говорить, люди, выходившие на улицы с изображением голубя мира, с небольшими плакатами, где вот эти вот 3 слова писали, мы знаем случаи, как минимум, штрафов за так называемую дискредитацию вооруженных сил. Мы с вами в этом смысле все-таки слово «мир» употребляем и употреблять будем. Поэтому я здесь еще раз громогласно заявляю: мир, труд, май. Да, и спасибо тем, кто присоединяется к нашей трансляции даже во внеурочный час и присоединяется к этому лозунгу, безусловно, отдельное спасибо. Пожалуйста, напишите, как дела со звуком, с картинкой. У меня есть подозрение, что кое-какие есть в этом смысле перебои. Вроде бы формально скорость хорошая. Единственное, что справляется ли оборудование, вот это вопрос. В общем, пока я жду вашей реакции, давайте мы послушаем перебивку и перейдем к новостям. Звук хороший, вы пишете. Во-первых, полевая обстановка. Я здесь недалеко от современного места жительства, в Праге, собственно, столице Чешской Республики, со вчерашнего вечера. И, надо сказать, впечатлен гораздо больше, чем тем городом, где я живу, чем Берлином. И в туристическом, и в таком привлекательном смысле слова, в плане стоимости товаров и услуг. В общем, хорошее место, рекомендую. И с болью в сердце вчера шел по улице и вспоминал, что еще в обозримом прошлом, недавно, из Уфимского аэропорта были прямые рейсы сюда, в Прагу. Авиакомпания «Чешские авиалинии», пусть не очень долгий период, но, по-моему, периодически она это дело запускала. Скорее всего, спрос был.
И эти рейсы, пусть были не ежедневные, но какая разница? Они были, сам факт остается фактом. То есть напрямую, сев в самолет, можно было из нашей родной Уфы оказаться здесь, в центре Европы, в центре большого культурного исторического наследия, в туристической Мекке, можно сказать. Вот такая вот интересная боль у нас возникает. Хотя мало интересного, конечно, в этом. Но давайте все-таки поговорим, что у нас там набежало в республиканских СМИ к этому часу за минувшие уже длительные выходные. Сегодня, кстати, последний день, да, получается, праздников. Помните Евразийский музей кочевых цивилизаций в республике, который анонсировал Ради Хабиров? Так вот, его визит-центр откроют 6 июля. Это все в Чешминском районе. Как сообщил глава, собственно, Хабиров, он станет первой частью комплекса. Визит-центр имеется в виду. От визит-центра к мавзолею Турахана проложена тропа для туристов. На территории высаживают эндемичные степные растения, чтобы пейзаж соответствовал степной кочевой цивилизации. Позже будут построены спа-отель, кочевник, этнодеревня, центр башкирской лошади и другие объекты комплекса. Ну, как всегда, достаточно открыть киоск, назвать его визит-центром, и вот уже вуаля, все работает. В каком я году был у Турахана? Где-то году в 16-м, наверное. Там ничего не было, кроме, собственно, мавзолея, закрытого на вход металлической решеткой. Никаких признаков цивилизации вокруг не было, но вокруг была абсолютная степь. И вот возникает вопрос, а нужны ли там еще какие-то эндемичные степные растения, чтобы эту степь сделать еще более степью? Ковыли вокруг степной, рейл, цветочки, травка, все это было. Они там что, саксаул посадить собрались, чтобы башкирскую не такую уж засушливую степь сделать похожей на степи Казахстана? Любопытно. Кто побывает поблизости, загляните, напишите. Очень интересно будет узнать, каким образом будут с ума сходить в этом направлении. Так, я еще раз проверю, пожалуй, что у нас тут с картинками и связью. Ну, вроде ничего. Мэрия Уфы тем временем также не отстает и публикует программу международной книжной ярмарки Китаб-Байрам. Еще один праздник у нас на носу. С 24 по 26 мая на Советской площади во второй раз пройдет международная книжная ярмарка. В мэрии рассказали, кто на этот раз приедет на мероприятие. Значит, здесь будут аж несколько звезд. В их числе писатели Дарья Донцова и Олег Рой, а также актер Александр Олешко и телеведущая Оксана Федорова. Ура! Планируется, что столицу посетят известные писатели, художники, артисты и представители крупнейших издательств России и стран ближнего зарубежья. Творческие встречи с почитателями своего таланта проведут лауреаты престижных литературных конкурсов, отметили в мэрии. В общем, также в рамках Китаб-Байрама будет организованы выставки в честь писателей и поэтов, которые внесли вклад в отечественную литературу. Александр Сергеевич Пушкин, Аксаковой, Мустай Карим, Мажид Гафури, Равиль Бекбаев, Рашид Шакур, Гульфия Юнусова и так далее. В общем, казалось бы, прекрасное мероприятие. Но, конечно же, лично у меня вообще все, что связано с культурой, искусством и литературой в частности, сейчас вызывает горечь, потому что мы буквально в одном шаге от самых позорных шагов, которые уже были в истории человечества. Я имею в виду от публичных костров, на которых сжигаются книги. Если вы не в курсе, в последнее время, буквально последний месяц даже, я бы сказал, огромное количество книг изымаются не только из продажи, но и из библиотек, на кой счет рассылаются соответствующие указивки, формуляры и формулировки, уж простите за тавтологию, в этих формулярах уж очень похожи на ту риторику, которую в Третьем Рейхе в 30-е годы применяли так называемые деятели. Книги на сегодняшний день удаляются по разным идеологическим причинам, например, на несоответствие закону о пропаганде ЛГБТ и несоответствие, получается, закону о том, что вот эта вот несуществующая организация ЛГБТ является запрещенной и противозаконной в нашей стране.
с одной стороны, это все печально и ужасно, с другой стороны, я люблю говорить, что чем хуже, тем лучше, и как можно быстрее бы все это уже достигло такого маразма, чтобы можно было надеяться на прекращение. Но вот пока на таком этапе, скажем, промежуточном мы с вами находимся. Тем временем республика, как обычно, входит в число регионов, наиболее пострадавших от нашествия клещей. С начала сезона по всей стране от укусов пострадали уже больше 24 тысяч человек. Данные приводит Роспотребнадзор. Ну и республика здесь в лидерах. Будьте внимательны, будьте осторожны. В этом смысле если вы являетесь человеком в группе риска, бываете часто на природе, в лесах, нет ничего зазорного, а наоборот, очень много плюсов в том, чтобы проходить вакцинацию от клещевого энцефалита. Давно проверенная история. Я когда-то учился на лесохозяйственном факультете, напомню, и вакцинировали нас тогда по служебной необходимости. Это было очень хорошо и спокойно. Тем временем у нас интересные, может быть, несущественные, но довольно важные новости из мира экономики. Когда еще я про экономику поговорю, да? Всегда у меня одна политика сплошная. Оборот наличных денег в республике за год вырос на 14%, пишет издание РБК. Значит, соответственно, данные подсчитали в Нацбанке региона. Значит, за год выдача наличных денежных средств составила 1,3 триллиона рублей. В 2022 году клиенты сняли 1,1 триллиона. Вот такой вот рост получился, и довольно интересно проанализировать, а почему в условиях, когда вроде бы люди активно уходят в безналичное поле, ушли уже по сути, но вот когда это началось в бурном цвете 10 лет назад, где-то в 2014 году, когда бесконтактные способы оплаты стали проникать в нашу жизнь, и множество разных предложений от банков стало поступать на то, чтобы пользоваться благами, разными фишками и так далее. И вот у нас обратный процесс. Уж не связано ли это как-то с какими-то санкциями, например? Вопрос риторический. Ну а выручка кафе и ресторанов также продолжает бить рекорды, и за год выросла на 23%. Значит, по данным того же Башстата, это выручка 11,7 миллиардов рублей. Ну, то есть это одно важное свидетельство того, что в принципе с экономикой неплохо дела обстоят. Что бы кто ни говорил, именно в этой части удается вести эффективную политику. Опять же, можно по-разному относиться, хорошо это или не очень хорошо, но это тема отдельного разговора. Вот пока мы должны констатировать то, что есть на самом деле. Несмотря на внешние сложности, связанные, конечно, с объективными причинами, здесь никто, кроме нас самих, не виноват. Но, несмотря на все это, вот система работает и функционирует в том виде, в каком функционировала и раньше. Местами даже идет определенный рост, чем, конечно, определенные товарищи гордятся и бьют себя кулаками в грудь, говоря, что смотрите, какие мы молодцы. Но я как-то уже в одном из эфиров рассуждал, почему это возможно, почему это сейчас достигается. Если повториться, то очень коротко. Нынешнее руководство прекрасно понимает, что единственное, что людей может взбаламутить, это экономические неурядицы. Поэтому к этому вопросу подходят грамотным способом, то есть либерально-экономическим. Тем самым, то есть исповедуя принципы той идеологии, того образа жизни, который они формально критикуют, шельмят, я бы даже сказал, и за эти взгляды людей преследуют, сажают и прочее, прочее, но в экономике прекрасно уживаются, потому что понимают, что ничего лучше, ничего эффективнее в экономике быть не может. Но я скажу больше, не только в экономике, конечно. Это единственная общественно-политическая формация, имеющая право на жизнь в перспективе. Эльвира Кужгильдина пишет: «Хайрлирте баргазлада». Доброе утро, республика. Очень приятно, спасибо даже за такие вот простые, казалось бы, но очень емкие и приятные приветствия, друзья. Руслан Карачурин вдогонку пишет по поводу Чешмов. Я сам из Чешмов, там могилы моих родителей. Интересно. Слушайте, по-моему, все-таки Хусейнбек
мавзолей Хусейнбека находится на территории кладбища и вокруг могилы, а мавзолей Турахана, он все-таки находится в поле. Нет, я ничего не исключаю, там тоже могут быть могилы, но там все-таки не кладбище. Вот. К Хусейнбеку, кстати, я не добрался тогда, очень дождливая погода была и грязно, а вот к Турахану получилось добраться, потому что, опять же, это была относительно твердая поверхность в поле на подходах к чешмам. Вот. Дальше идем. Что тут еще у нас про экономику? Среднемесячная зарплата ректора Уфимского университета науки и технологий, помните, да, объединенный вуз БГУ и УГАТУ, составила 596 200 рублей. Официально это, по-моему, больше даже, чем ныне получают депутаты Госдумы. 600 тысяч рублей фактически, только официальная зарплата, представляете? Проректор, например, получает 371 тысячу. Проректор другой 333 тысячи. Потрясающе. Нет, я ничего против не имею, чтобы в науке хорошие были зарплаты. Но, насколько я знаю, профессорско-преподавательский состав как имел копейки, так и имеет. Им, знаете, в начале нулевых, еще когда я был студентом, зарплат подняли, условно говоря, там достигла она 30, что ли, тысяч рублей. И по тем временам она была прям, ой, хорошая, замечательная. Вот 2003-2004 года она была крутой зарплатой. Но с тех пор фактического роста у нее не было. То есть поэтому сейчас в науке, в том числе поэтому, гораздо хуже дела обстоят с притоком действительно квалифицированных кадров. То есть в аспирантуру идут не те, кто умен, кто способен, кто может добиваться в науке успехов, а те, кому, например, и деваться некуда. От армии отмазаться хотят, в конце концов. И такие могут быть, и есть на самом деле. Вот. Что у нас тут? Деньги, опять-таки. В данном случае деньги кредиторов Уфимского «Восток» нефтезавод монтажа ищут в Стерлитамаке, пишет издание «Правда ПФО», которое я, кстати, периодически цитирую, хотя очень скептически отношусь, конечно, к, собственно, достоверности, скажем, информации. Она очень неплохо преподносится, подается классно, читается приятно, но вот есть основания полагать, что не все в этом издании подается исключительно из альтруистских, скажем, побуждений, исходя из мотивации, которая должна быть присуща свободным, независимым журналистам. Вообще, конечно, «Восток» нефтезавод монтажа – это отдельная история, отдельная беда для многих сотрудников в том числе. Ну, в общем, если вас это дело касается, вы, пожалуйста, почитайте. А вокруг меня вот сотрудница гостиницы вовсю начала уборку, поэтому я не уверен, что я еще долго смогу находиться с вами на контакте. Или, по крайней мере, вещать с более или менее относительным качеством звука. Я уже думаю, слышите вы какие-то посторонние помехи в нашем разговоре. Так, отлично. Так, что у нас тут? Уфимский Салават Юлаев тем временем подписал на 3 года контракт с американцем, ни много ни мало. Кстати, вот вчера тоже, идя по Праге, вспоминал все, что я знаю и слышал с самого детства, со времен Чехословакии про эту страну. И, конечно же, вспомнился хоккей. Доминик Гашек, Яромир Ягр и прочие звезды чешского хоккея. Ну, в данном случае речь о американском нападающем Александре Хмелевском. То есть, по сути дела, это россиянин, но формально американец. И вот он продолжает выступать. К сожалению, в последнее время, по понятным причинам, я за хоккеем Салавата Юлаева не следил, и игроков поименно не знаю, хотя раньше мог бы сказать, что в курсе, но нет, не в данном случае. Тем временем Башгидромет предупреждает, что не только вот так вот прохладно будет, как было даже в последние дни, но и даже до морозов дело может дойти. Заморозки, я так понимаю, даже уже сегодня в ночью они где-то состоялись по регионам нашего Башкортостана. До 0 - 2 градусов на почве могли быть. Порывы ветра довольно сильные, до 15 метров в секунду. И другие, в общем, неприятные метеорологические
проявления имеют место быть. И вообще в обозримом будущем, судя по прогнозам, такой летней жары, которая пришла в 20-х числах апреля, пока не ожидается. Тем временем, опять же, неоднозначные, на мой взгляд, и вполне себе ангажированные, но обладающие определенными инсайдами издания Sapkor, 02, пишет: у всех родственников пропавших будут брать ДНК, а студентов станут распределять по предприятиям. Нечто такое анонсирующее на предмет того, что нас ждет в обозримом будущем. В мае, то есть в наступившем месяце мая. Всех башкортостанцев, как и россиян, ожидают очередные законодательные нововведения. Вырастет лимит переводов между своими счетами без комиссии, изменится механизм целевого обучения, заработают методы по защите прав должников, а также вступят в силу другие нормы. Часть из них я озвучил вот выше. Опять же, если вас что-то из этого касается, пожалуйста, обратите внимание. Прошу прощения. Можно со всем этим ознакомиться, например, на сайте Sapkor 02. А Медиакурсеть сообщает, что чиновник из Башкортостана воскрес, в кавычках, на СВО. Что за криминальная драма или детективная история у нас разворачивается? Бывший сотрудник пресс-службы правительства Республики Башкирия Павел Самойлин, о нем что ли речь, может праздновать свой второй день рождения. Мужчина, отец 5 детей, ушел в зону СВО прошлой осенью. Ничего себе. Там он командовал взводом. Хорошо помню Самойлина как ведущего итоговых программ на БСТ. И давным-давно, когда я только начинал работать в финансовой компании, в 2008 году, по-моему, он приезжал ко мне на работу брать комментарии по поводу разгоравшегося тогда финансово-экономического кризиса. И это было, по-моему, первое мое интервью на камеры. Если не считать присутствие в студии ток-шоу «100 вопросов» у Аль-Мухаметова еще в 99-м, то вот здесь вот индивидуально было прям первый раз. Помню, очень волновался. Так вот, во время выполнения боевой задачи Павел и его сослуживцы были атакованы беспилотниками в нейтральной полосе. Мужчина получил контузию и тяжелые ранения конечностей. Первый укол обезболивающего Самойлин смог себе сделать только спустя 3 часа после атаки, когда улетели птички. И далее, и далее. Вот я в ступоре, знаете почему? Потому что я не могу понять, какие мотивы у Самойлина в частности. И у многих других, конечно, но вот тут, раз уж пример под руку попался. То есть неужели эти люди действительно верят? Я же уже не раз говорил, 2 категории, как говорится, здесь, на мой взгляд, присутствуют. Это приспособленцы и халуи, а также люди, скажем так, не очень умные. Но либо и то, и другое одновременно. Неужели людям непонятно, что же на самом деле происходит, если он действительно пошел добровольцем? Пусть, конечно, будет жив-здоров, вопросов нет. Пожелаем ему выздоровления. Как-никак, человек знакомый. Да вообще любому в этом смысле, конечно, зла желать не хочется. Но все-таки я диву даюсь, каким образом, будучи в здравом уме, можно собраться и пойти заниматься тем, что на самом деле не является тем, чем это все называют, мягко говоря. Тем временем после сплава в Башкортостане турист умер. Погиб скорее, да? Наверное, я бы поправил наших коллег из Уфы-1. Это уже 2-й случай за выходные. Вот так вот у нас развивается туризм. Ну, тут, конечно, чиновники не виноваты, окей. Люди сами зачастую рискуют. Значит, об этом МЧС сообщает. И что у нас произошло? Группа туристов приехала в Белорецкий район из Магнитогорска, чтобы сплавиться по реке Большой Инзер. Нагулявшись, они разбили лагерь в глубинах леса под Инзером, заночевали. Чтобы не замерзнуть, один из туристов включил в своей палатке обогреватель и, предположительно, от этого умер, задохнулся из-за угарного газа. Все-таки погиб. Да, ничего себе, вот такие вещи надо иметь в виду. То есть, опять же, с одной стороны, ничего удивительного. Я думаю, что уж кто-кто, а турист прекрасно знает, что такое угарный газ. Но, видимо, думал, что в палатке он аккумулироваться в таком количестве не может.
Тут Раиль Герфанов вдогонку по поводу моего возмущения насчет книг пишет. Вы против изъятия книг из оборота, пропагандирующих нетрадиционную ориентацию? Я против изъятия любых книг. Я за свободу слова. Начнем с этого. Какие еще изымаются? Опубликуйте список. Хоть одну такую указивку. Ну, давайте так. Я не буду ничего публиковать. Кому надо, те найдут. Достаточно этих указивок. Ну, например, в социальных сетях нашего замечательного земляка, писателя Игоря Савельева, который имеет отношение к литературе и скриншоты в последнее время этих самых указивок публиковал у себя на странице. Поэтому кому надо, те найдут. Книги Людмилы Улицкой изъяты по всей стране, народом из Башкортостана, пишет Зуля Булавкова. По-моему, она иностранный агент, давайте скажем формальность, да? Да. Ну, а Борис Акунин? Понимаете, Борис Акунин, он же Георгий Чарчишвили, иностранный агент, и ныне еще кто-то, наверное, террорист и экстремист, да, скорее всего. Но мы же с вами понимаем, что все эти атрибуты не являются чем-то плохим. Это знаки качества на самом деле. Как знаменитая сцена из служебного романа, там, про сапоги, помните? Людмила Прокофьевна говорит, очень вызывающе. Значит, хорошие сапоги надо брать, отвечает ей Верочка, секретарша. С книгами то же самое, как было при Советском Союзе. Наиболее лакомый кусок был запретным, и сейчас то же самое, безусловно. Поэтому я уж не знаю, кто вы такой, Раиль, но и почему вы это пишете, то ли от чистого сердца, то ли это определенного рода провокация. Но я с удовольствием, конечно, в эту дискуссию вступил и буду повторять раз за разом, что, безусловно, я против изъятия любых книг. Более того, даже тех, которые у нас в реестр запрещенных вошли еще, будем так говорить, лет 20 назад. Не буду пальцем указывать. Любые книги имеют право на жизнь. Можно какие-то дополнительные сделать присказки к ним, что тут вот литература может вызвать то или иное, пятое, десятое, там, отторжение, неприятные чувства и прочее. Возрастные ограничения есть смысл указывать, и то в качестве предупреждения, не в качестве запрета. Но ни в коем случае изъятие, конечно, не имеет права иметь место быть, так скажем. Следующая наша зрительница Гаугара пишет, вчера узнала, что запретили слова «война», «мир». Ну вот, как бы их не запретили все-таки, давайте на правде глаза смотреть. Но применять их в связке, использовать их в наглядной агитации, судя по всему, не рекомендуется. Уж как минимум отдельные чиновники сами бегут впереди паровоза, или, может быть, не впереди, а исполняют вполне конкретные указания и отменяют вот эти вот использование этих слов. Ага. Так, что у нас дальше? Давайте так. Вот у нас случились вчера, получается, очередные ЧП с обычными хулиганами, скажем так. Более того, даже не хулиганами, а шалунами, потому что речь о подростках. Школьники на велосипедах потушили вечный огонь очередной раз. Где это у нас произошло? Давайте посмотрим. В Стерлитамаке. И вот их задержали, представляете, этих самых школьников. Установлены двое несовершеннолетних, учащихся одной из школ города. Они доставлены в отдел полиции вместе с родителями. Решается вопрос о составлении административных материалов в отношении родителей. Ну окей, ну хотя бы административные, да и в отношении родителей это еще не так страшно. Наверное, все-таки наказывать за такие поступки как-то надо. Все-таки это, ну если не вандализм, то мелкое хулиганство, наверное, да, в этом присутствует. Вот. Тем временем отчитываются власти о том, как у нас диктант по башкирскому языку прошел. Оказывается, по всему миру его написали 408 399 человек. Значит, это было 3018 офлайн площадок, то есть площадок, где люди физически собирались. Дальше. По городам и регионам России было целых несколько десятков, получается, мест. Также из Таджикистана сообщают, что была площадка Испании, Германии, вот Германии я даже не знал, Узбекистана, Польши, Ирана, Индонезии, Китая, Арабских Эмиратов, Аргентины, Великобритании, Франции, Швейцарии, Казахстана и Турции.
Ну вот есть все-таки акции, которые лично у меня отторжения не вызывают. Приятные такие, знаете ли, не очень политизированные пока еще, полезные с точки зрения просвещения мероприятия. Ну, наверное, хорошо. Вот в этом смысле возразить нечего. Тем временем почти 1000 жителей республики решили поменять свое имя. Вот так вот, с начала года только, представляете? Значит, 968 человек всего таких набралось. Это, опять же, больше, почти на 24%, чем годом ранее. Каждый второй с новым именем живет в Уфе. А какие именно имена люди чаще всего меняли и почему, здесь не говорится в публикации. Ну что ж, интересно, конечно, было бы узнать. Вот, такая у нас с вами подборочка на сегодняшнее утро, дорогие друзья. Давайте я еще раз обращу внимание на то, что вы пишете. Все, кто кричит о нетрадиционных ценностях, у самих рыльца в пушку, пишет Зуля Булавкова. Потрясающе, это так и есть. Знаете, я вчера для проекта «Эхо», в мерче которого я нахожусь, делал портрет депутата Госдумы Александра Хинштейна, которого я очень хорошо помню еще с детских лет, когда я читал газету «Московский комсомолец» в 1997 году. Он был одним из видных авторов этой газеты. И он, кстати, сегодня в авангарде борьбы с так называемыми нетрадиционными ценностями. Постоянно об этом говорит, да и закон в Госдуму был с его подачи, значит, принят. И вот есть сведения от людей, которым я склонен доверять, от журналистов, которым я склонен доверять, что он как раз-таки сам в первых рядах, опять же, вот этого исповедования, скажем, нетрадиционных ценностей. Отдыхает в банях с группами девушек и молодых людей, не один на один индивидуально, как это доступно, знаете ли, большинству нас с вами, а вот прямо вот так вот, в самой извращенной и изощренной форме, как бы он сам это назвал, если бы выступал с экранов телевизоров. Ну и дальше можете по спискам депутатов пройтись, председателя Госдумы вспомнить, ну и далее, и далее. Это, конечно, край и верх бесстыдства и лицемерия, запрещать людям то, чем вы сами любите и предпочитаете заниматься в свободное и не только свободное от работы время. Но опять же, чем больше вот таких вот перегибов, тем быстрее все это закончится, я надеюсь, потому что чем хуже, тем лучше. Это вот пример именно классный в этом смысле. Вот, друзья мои. По большому счету, я на этом должен буду с вами закруглиться, попрощаться. Очень рад, что, несмотря на короткий хронометраж и отсутствие острых тем, мы все равно с вами смогли обострить, немножечко поспорить аспекты это место, где есть дискуссии, так или иначе. Как со своими зрителями мы спорим, так и стараемся давать возможность высказываться людям, которые приходят со своими мнениями в программу «Аспекты мнений». Завтра уже в обычном режиме продолжится работа, новости. Утром в эфире Разиф Абдуллин, главный редактор. Ну и дальше следите за анонсами. Вот. Я продолжу с вами также встречаться. На мой канал, кстати, подписывайтесь. Ссылка на него в описании. Кому интересно, вот что-нибудь из Праги тоже туда должен буду опубликовать. Мало ли, тем более многие из вас все-таки спрашивают. Рассказывайте, показывайте, что видите, какие впечатления у вас возникают. Одно из ярких впечатлений – это трамваи Татры, которых здесь великое множество, и они в прекрасном состоянии, с высокой скоростью ездят по городу в разные стороны. Да, они высокопольные, да, они морально устаревшие, но они, не знаю, создают определенный антураж. У нас они в Уфе, я напомню, в северной части города встречаются по северному замкнутому диаметру, ездят. Правда, гораздо медленнее, конечно, гораздо менее востребованные они. Здесь, знаете ли, прям битком порой в час пик эти трамваи едут. И, в общем, люди пользуются этим видом транспорта. Очень мило на это смотреть и с удовольствием проехал. Вот. Спасибо вам, Зуля, за пожелания добрыми словами. И то, что поддерживаете мысль о том, что чем хуже, тем лучше. Но надо как-то, вот, конечно, это все пережить, так или иначе. Легко рассуждать со стороны, таким как я, например, а вот тем, кто находится внутри, лишь бы уж совсем хуже не было. Тоже надо это помнить. Спасибо, друзья. Ну и что ж, я, как говорится, вроде справился, вроде техника не подвела. Я уж не знаю, слышен ли музыкальный фон, который здесь звучит, как обычно, в лобби отеля.
Вот. И всех благодарю и до новых встреч. Пока.